Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Портал Госуслуг Туркменистана запустил продажу авиабилетов на внутренние рейсы. Ашхабадский театр имени Пушкина получит финансовую поддержку из России. Президент Туркменистана отложил визит в Таджикистан и другие новости. Портал государственных услуг запустил продажу авиабилетов туркменских авиалиний на внутренние рейсы. На сайте и в мобильном приложении eGov.TM теперь можно купить авиабилеты онлайн. Сервис запущен совместно с агентством «Туркмен Хова Йоллары». Внутренняя сеть сообщений туркменских авиалиний в Туркменистане охватывает Ашхабад, Дашогу, Смары, Туркменбаши, Туркменабад и Керки. Государственный русский драматический театр имени Пушкина в Ашхабаде в 2023 году получит финансовую поддержку из Российской Федерации. Также в числе получателей финансовой помощи будут русские театры из 10 стран. Финансовая поддержка зарубежных русских театров осуществляется по двум направлениям – закупка самого современного театрального сценического оборудования и поддержка премьерных постановок. Президент Туркменистана отложил запланированный ранее на 10-11 апреля официальный визит в Таджикистан. Также отменены запланированные на 8 апреля первое заседание Туркмено-Таджикского делового совета и намеченный на 9 апреля бизнес-форум предпринимателей обеих стран. За последние 2 месяца туркменская хлопчатобумажная фабрика «Акпамык», расположенная в Туркменабаде, экспортировала в Азербайджан, Турцию и Бельгию 333 тонны хлопчатобумажной продукции на сумму 987 816 манатов. На предприятии работает около 90 сотрудников, в среднем ежедневно производится 6-8 тонн хлопчатобумажной ткани. В Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана состоялась встреча за круглым столом с участием туркменских и американских экспертов по археологии, реставрации и музейному делу. Участники обсудили предстоящую работу на археологических памятниках Данданакан и Куш-Мейхан, мавзолей Худай-Назар, расположенных близ города Байрам-Али. На основании подписанного ранее соглашения о сотрудничестве в области археологических и научно-исследовательских работ между Метрополитен-музеем искусств и Министерством культуры Туркменистана. Китай прислал Венесуэле приглашение принять участие в совместном проекте Международной научной лунной станции. Лаборатория исследования дальнего космоса в КНР подчеркивает, что Венесуэла стала первой страной, получившей от нее подобное предложение. Китай планирует, что лунная исследовательская станция начнет свою работу уже в 2030 году. Власти Японии с 8 мая 2023 года отменят все ограничительные меры при въезде в страну из-за границы, действующие в рамках профилактики распространения коронавируса. Снятие ограничений на въезд касается и туристов из Туркменистана. Сейчас для посещения Японии требуется сертификат о получении 3 доз вакцины от COVID-19, одобренный ВОЗ или отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение 3 суток до прилета. Футбольный клуб «Аркадак» проведет свой первый официальный матч 18 апреля. Клуб будет играть против Марийского Мерва в рамках второго тура чемпионата Туркменистана по футболу. Чемпионат Туркменистана по футболу возьмет старт в пятницу 14 апреля. В предстоящем сезоне количество участников составит 9 команд, которые сыграют в 3 круга. Защищать титул сильнейшей команды Туркменистана будет Ахал. Байер обыграл Айнтрахт в матче 27-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила в Леверкузене и завершилась со счетом 3-1. В составе ливеркузенцев забивали Амин Адли, Муса Диаби и Сердар Азмун. У гостей единственный гол забил Джибриль Соу. Азмун появился на поле на 70-й минуте матча и на последних секундах игры реализовал выход 1-1. Для иранского нападающего туркменского происхождения этот гол стал 4-м в нынешнем сезоне Бундеслиги. Туркменский защитник Абдышаты Теймур Чарыев забил первый гол в чемпионате Киргизстана по футболу. Его команда встречалась с командой Ошку Алдиер и победила со счетом 3-0. Чарыев отметился первым забитым мячом в игре на 60-й минуте. Для туркменского футболиста этот гол стал первым в официальных матчах за новую команду. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркмен-портал – ваш самый надежный источник новостей.